ему не давали тетрадку или ручку не давали. Говорит, а ты же сын кулака. Вот, и видно, и разговоры какие-то были, и соседи, наверное, осуждали, что вот раскулачили их. И бабушка спустя некоторое время, года 2, наверное, взяла 3 детей и как декабристка поехала к своему мужу. Бабушка говорила, что все время с книгой в руке, все время. Один раз попросила его забор побелить. Он одной рукой белил, второй рукой держал книгу. Очень много читал. Троих отобрали для собеседования с каким-то высоким начальством. 3. Вот. И когда дело дошло до него, значит, он прошел по всем параметрам. Вот. Ну, только он спросил, а ты, говорит, кто по нации? Он говорит, я, говорит, крымский татарин. Ну, фамилия-то Балич. Он говорит, ну, может быть, у тебя все-таки какие-то родственники есть? Не крымские татары. Он говорит, нет, я, говорит, чистый крымский татарин. Он его полчаса наводящими вопросами спрашивал, допытывал, ну, может быть, бабушка у тебя? Он говорит, нет, я крымский, я чистый крымский татарин. Он на все вопросы отвечал однозначно, и в результате 2 приняли в академию, а ему отказали. Одни восприняли это как желание укорениться на этой земле, в Узбекистане, чтобы не переезжать в Крым. Другие восприняли, наоборот, как возможность сохранить этот язык. И мой отец тоже так же воспринял, как возможность сохранить язык и литературу, и дать образование. Он всю жизнь занимался пропагандой образования. Он всех уговаривал писать кандидатские работы, докторские работы. Ему было очень интересно, когда человек движется вперед, делает какие-то успехи. Его это очень всегда вдохновляло. Он никогда не давил, никогда не читал нотации, никогда не говорил, что надо вот так делать, а зачем ты это сделал. Он просто воспринимал как данность все события. И если что-то ему в человеке, вот он не мог, он всегда говорил, вот чудак-человек, не понимает, чудак-человек. Я знала, что мои родители трудоголики, оба, и отец, и мама тоже большой трудоголик. И глядя на них, мы тоже старались делать все по максимуму, насколько это возможно. И учились хорошо, и закончили высшее учебное заведение, замуж вышли, и все это, потому что по-другому нельзя было.